В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Якутская национальная военная школа была создана в 1926 году для подготовки младших командиров из числа коренного населения. Школа сыграла важную роль в обороне страны, подготовив около 900 специалистов к 1941 году, выпускники которой проявили героизм в боях в Великой Отечественной войне. Об истории создания ЯНВШ и о выставке, посвященной знаменательной дате, мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Валерий Корнилов, сотрудник Якутского государственного объединенного музея и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. Валерий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как же была создана Якутская национальная военная школа и какую роль в ней сыграл Платон Алексеевич Аюнский? Он же был председателем тогда Центрального исполнительного комитета. Да, вот впервые идея о создании Якутской национальной военной школы прозвучала из уст Платона Алексеевича на Третьем всеякутском съезде Советов Якутской ССР. Это было в конце 1924 года. Вот, и уже он приложил максимум усилий как раз для организации этого дела. И начало было положено 10 сентября 1925 года приказом командующего Сибирским военным округом. То есть с этого момента началась уже реальная подготовка к открытию этой школы. Но здесь необходимо, наверное, заметить, что часто иногда люди, не зная, скажем, истории других регионов, да, считают это такой уникальным случаем именно только для Якутии. На самом деле в этот момент уже в начале 20-х годов по всему Советскому Союзу в национальных регионах создавались что-то подобное, да, такие вот образовательные учреждения военные, именно национальные, они так и назывались официально. Были они двух типов. Вот, для более, скажем так, многочисленных этносов были школы первого типа, да, это готовили они уже среднее звено командиров Красной Армии. Вот, и второго типа, это вот как у нас в Якутии, да, это готовили младших командиров для армии. Вот, это в принципе, если говорить о Якутии, это очень важный такой момент, несмотря на то, что люди иногда обращают внимание на то, что это вот слово военное, действительно это была довольно такая серьезная дисциплина, да, все по-военному, но именно такое образовательное учреждение было необходимо на тот момент для нашей республики. Впоследствии это все будет уже видно, очевидно по истории выпускников этой школы. В итоге было начато, учебные занятия начались с начала февраля 1926 года. До этого комплектовался первый состав курсантов ЯНВШ, вот, куда влились многие представители совсем недавно расформированной национальной роты, такая была, это еще такой отголосок гражданской войны, вот, создавалась она в Якутии вот, в качестве такого вооруженного подразделения для защиты молодой Советской Республики, да. И вот как раз они были расформированы, и многие из них как раз пополнили число первых курсантов Якутской национальной военной школы. Вот. Кроме этого, был объявлен призыв по районам ЯССР. Вот, к сожалению, как у нас это часто бывает организационно, многие, не поняв смысла и идеи ЯНВШ, вот, туда отправили, как говорится, что нам не гоже, там, самых таких слабеньких, ненужных в тех или иных там наслегах.
Вот из этого первый набор, он довольно сложно проходил. Почему? Потому что по штату было положено 72 курсанта, вот, набрали меньше. И более того, многие были отсеяны. В итоге к концу учебного процесса курсантов осталось только 13 человек. Остальные были отсеяны по здоровью, ну, кто-то по дисциплине, да, по неуспеваемости, неграмотности. Как мы знаем, она вот только-только начиналась, движение ликвидация безграмотности. Из-за этого вот было сложностей хватало. У них чисто и материальные сложности были. Помещения, которые были им выделены, требовали ремонта, ну, не хватало средств. Ну, в общем, все это решалось уже в ходе первых годов учебного процесса. Не хватало вооружения, хотя вроде бы военное образование, да, но тем не менее у них довольно серьезные проблемы были материального характера. Но как все тогда, когда начиналась молодая советская страна, это все преодолевалось с трудностями, но тем не менее преодолевалось. Вот последующие уже наборы проводились более продуманно. Более того, сами курсанты своей дисциплиной, внешним видом, да, они стали как бы популяризировать вот именно обучение в ЯНВШ. Люди стали тянуться к этому, уже люди сами стремились поступить на учебу в это учебное заведение. И, как показала дальнейшая практика, действительно это была кузница очень таких хороших, ответственных граждан Советского Союза. Ну вот вы отметили про движение ликвидации безграмотности, а я хочу спросить, были же еще такие организации, как ВСИОБУЧ или там ОСА-Авиахим, явно же было какое-то, скажем так, межведомственное сотрудничество? Да, ну вообще начало Советского Союза — это такая общественная активность, и она отмечалась созданием очень большого количества общественных различных движений, организаций, да, вот, ну, из тех, которые наиболее были такими активными и популярными в те годы, да, это, например, ОСА-Авиахим, да. В последующем эта организация, она вот существует до сих пор под названием ДОСААФ. Было время, ее переименовали в РОСТО. Вот это такое общество содействия армии и флоту, да, авиации, флоту. Вот. Кроме того, очень хорошо пропагандировались такие движения, как Ворошиловский стрелок, да, например. Тоже, наверное, многие люди, которые так или иначе, ну, интересовались историей, да, советского периода, ну, никак не могли мимо пройти такого. ГТО, готов к труду и обороне, это такой спортивный, как звание, да, степень. Делилась на 3 степени, сейчас также, да, ее возродили, многие сейчас участвуют вот в сдаче этих норм ГТО, но тогда это, конечно, было очень таким массовым. И самое интересное, что люди к этому стремились участвовать в этих движениях, активно стремились, особенно молодежь. Вот. И все подобные начинания, они встречали поддержку среди населения. Вот здесь не отставали и наши курсанты ЯНВШ, принимая самое активное участие, ну, будучи они все фактически комсомольцы, да, кроме того, им обязательно было вот сдача норм ГТО, физическая подготовка у них была на довольно высоком уровне. Об этом можно, например, говорить хотя бы по примеру яркого такого события 1933 года, когда группа курсантов, 6 курсантов Якутской национальной военной школы совершили зимний лыжный переход Якутск-Хабаровск. Это более 2000 километров
зимой. Стартовали они из Якутска 15 января, это вот ну, те самые крепкие крещенские морозы, да, и вот двинулись в сторону Хабаровска. Туда они дошли ну, чуть меньше, чем за 2 месяца, 58 дней. 13 марта они вот, завершили свой лыжный переход. В то время Якутская национальная военная школа входила в состав, ну, подчинялась особой краснознаменной Дальневосточной армии, командующим которой был легендарный маршал Советского Союза, один из первых 5 маршалов Советского Союза, это Василий Блюхер. Вот, после окончания перехода была личная встреча с командующим, где он очень тепло отозвался о курсантах. Вот, есть даже, вот, цитирует его фразу, которая будет вот отражена в нашей предстоящей выставке. Вот, подарил часы, ну, тогда мода была дарить часы при каких-то особых случаях, и мелкокалиберные винтовки, а старшему группы винтовка Маузера была подарена. И вот от имени командующего УКДВ вот этой особой краснознаменной Дальневосточной армии. По возвращении курсантов как раз это послужило началом, толчком, да, для лыжной подготовки не только курсантов ЯНВШ, но и вообще населения, да, стремящегося сдавать те же нормы ГТО, да, например. Это все совмещалось. Впоследствии, когда в конце 30-х годов началось движение всеобуча, это всесоюзное военное обучение граждан, гражданское население готовили к возможным военным действиям, уже, ну, можно сказать так, пахло войной, да, это Испания, это Халхингол, Хасан, где, кстати, также проявили себя курсанты ЯНВШ. Вот, всеобуч, он был призван подготовить гражданское население к возможным военным действиям. Это была такая военная подготовка, в которой добровольно принимали участие население, и в том числе курсанты ЯНВШ, они как бы выступали помощниками вот в этом деле, да? Ну, будучи в той или иной мере более подготовлены в военном плане. Вот. И в итоге получается, что наши курсанты, являясь представителями такой образовательной организации военной, да, единственной на тот момент в Якутии, они вот как раз участвовали во всех вот общественных таких наиболее ярких движениях того времени, которые были присущи всему Советскому Союзу. Валерий Анатольевич, ну, получается, что ваше сегодняшнее участие у нас в интервью – это что-то вроде анонса. Мы знаем, что в ближайшее время состоится выставка, как раз-таки посвященная столетию ЯНВШ. Когда она будет открыта и в какое время ее можно будет посетить? Да, у нас планируется выставка, ну, пока рабочее название «От курсанта до героя», посвящена она столетию торжественного открытия Якутской национальной военной школы, которая состоялась 23 февраля 1926 года. То есть вот буквально в понедельник мы можем уже, как говорится, отмечать эту знаменательную дату столетия ЯНВШ. Вот. И выставка будет представлена одним очень важным центральным экспонатом. Это подлинное знамя Якутской национальной военной школы. Я боюсь, оно настолько ветхое, что, скорее всего, это, наверное, будет последняя возможность у посетителей воочию посмотреть вот этот уникальный экспонат. Вот, впоследствии мы планируем уже использовать только макеты. Ну, сами посудите, да, это знамя, оно датируется, было подарено делегатками городского совета города Якутска
на Якутской национальной военной школе к 12-летию школы. Это 1938 год. У нас Знамя Победы, да, вот хранится в Москве, оно уже не выносится десятилетиями, да, оно подлежит только хранению. Выносится всегда только копия. Даже на экспонирование Знамя Победы не представляет. А у нас будет подлинное, но это может прощание с посетителями. Дальше оно останется только для исследователей. Ну что ж, Валерий Анатольевич, большое спасибо за небольшую, но тем не менее лекцию и за то, что к нам сегодня вы пришли. По возможности приходите еще. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.